Маг. У меня есть кое-что важное, чем хочу поделиться с вами. Наш старый голос, которого уже нет, призывает вас прислушаться к нему, но вы по-прежнему его игнорируете. Вы столкнулись с одной из самых больших проблем в своей жизни. Приближается серьезная неожиданная проблема, которая может повлиять на ваши финансы в ближайшие дни. Мы знаем, что у вас много мечтаний и что вы близки к осуществлению одной из самых больших из них, но если вы проигнорируете это предупреждение и прислушаетесь к тому, что я вам говорю, эта проблема разрушит ваши планы. Враг использует очень близких вам людей, которые притворяются друзьями, но полны зависти и ненависти. Эта ревность настолько велика, что может вызвать серьезные проблемы и даже смерть. Эта ложная дружба будет представлять большую угрозу и может полностью разрушить вашу жизнь. Вот почему важно быть осторожным и беречь себя. Большие препятствия в вашей жизни создают враги, которые не хотят видеть вас счастливыми. Он расставил для тебя ловушку, в которую ты можешь попасть один раз. Ваш единственный шанс выбраться из этой ситуации – внимательно слушать мои слова и впредь действовать осторожно. Ангелы обеспокоены и отправили вам это сообщение. Они хотят, чтобы вы укрепили свою духовную жизнь, потому что злые силы пытаются вас обмануть. Эти силы пытаются войти в вашу жизнь неожиданными способами. Например, через ваш телефон. Вы должны быть осторожны, чтобы не оставить брешь. Начните больше сосредотачиваться на своей духовной жизни и укреплении своей веры. Убедитесь, что вы следуете воле Бога и не поддаетесь влиянию ложных друзей или пустых обещаний. Таким образом, вы преодолеете сложный уровень и победите. Помните, это сообщение не случайно. Бог посылает вам послание, чтобы вы могли избежать великой опасности и воплотить в жизнь свои великие мечты. Это позволяет вам воссоединиться с истиной и освободиться от всех страданий. Доверьтесь Богу и следуйте Его учениям, потому что Он проведет вас по пути успеха и удовлетворения. Прокомментируйте 4444, чтобы открыть свое сердце Богу вне вас. Важно знать, что это не случайное сообщение. Бог посылает вам послание, чтобы вы могли избежать великой опасности и воплотить в жизнь свои великие мечты. Это позволяет вам воссоединиться с истиной и освободиться от всех страданий. Помните, что Бог всегда рядом с вами, защитит и направит вас даже в самые трудные времена. Будьте осторожны, дорожите своей дружбой и всегда ищите руководство у Бога. Таким образом, они преодолеют все препятствия и проведут вполне счастливую жизнь. Доверьтесь Богу и следуйте Его советам, потому что у Него есть великий план для вас, и Он не хочет, чтобы вы сбились с пути. Скажите «Я верю», примите Божий призыв и обретите облегчение и мир, которые может дать только Бог. Идите к Господу сейчас, чтобы показать, что вы готовы идти по пути, который Бог приготовил для вас. Помните, что каждое испытание, с которым вы сталкиваетесь, это возможность вырасти и укрепить себя. Бог рядом с вами и направляет каждый ваш шаг. Постарайтесь сохранять спокойствие и сохранять веру в ближайшие дни. Будут времена, когда вы почувствуете себя подавленным, но это времена, когда ваша вера нужнее всего. Молитесь и ищите лица Бога, ибо Он ваша защита и ваша сила. Не позволяйте страху или сомнению разбить ваше сердце. Когда ты устанешь, помни, что Он – твоя сила.
У вас могут быть периоды грусти, но они временные. Вас ждут великие благословения, но важно иметь терпение и надежду. Ваша приверженность и вера будут вознаграждены. Комментарий 5555, чтобы освободиться из схватки врага. Не доверяйте окружающим вас людям. Не каждому настоящий друг – это улыбка. Ищите понимание, чтобы увидеть, кто на вашей стороне. Иногда намерения людей могут быть скрыты, и необходимо быть осторожными, чтобы не быть обманутыми. Вы укрепите свою защиту и останетесь на правильном пути своих отношений с Богом. Читайте слова и думайте о них каждый день. Пусть священные писания направляют ваши решения и действия. Таким образом, вы создадите прочный фундамент, который поможет вам справиться с любой проблемой. Ангелы вокруг вас готовы защитить и направить вас. Они были посланы, чтобы помочь вам сосредоточиться и надеяться. Когда вы чувствуете себя потерянным или сбитым с толку, попросите ангелов о помощи, и они вступятся за вас. Не забывайте, что вас любят и о вас заботятся. У Бога есть цель в вашей жизни, и каждая проблема, с которой вы сталкиваетесь, является частью этого великого плана. Сегодняшняя борьба порождает светлую и оптимистическую надежду. Будьте сильны в своей вере и продолжайте идти тем путем, который видите. Победа в ваших руках, и с Божьей помощью вы преодолеете все трудности. Помните, что Бог всегда с вами, разделяет ваши радости и горести и никогда не покидает вас. Чтобы принять этот призыв от Бога и обрести облегчение и мир, который может дать только Бог, отметьте: «Я стою верой». Идите к Господу сейчас, чтобы показать, что вы готовы идти по пути, который Бог приготовил для вас. Каждое испытание, с которым вы сталкиваетесь, это возможность вырасти и укрепить себя. Бог рядом с вами и направляет каждый ваш шаг. Сохраняйте спокойствие и сохраняйте веру в ближайшие дни. Будут времена, когда вы почувствуете себя подавленным, но это времена, когда ваша вера нужнее всего. Молитесь и просите вашего присутствия, потому что я ваше убежище и ваша сила. Не позволяйте страху или сомнению разбить ваше сердце. Помните, если вы слабы, я ваша сила. У вас могут быть периоды грусти, но они временные. Вас ждут великие благословения, но важно иметь терпение и надежду. Ваша приверженность будет вознаграждена. Вера вознаграждается. Напишите в комментариях 3333, если вы можете получить пользу от всего хорошего, что Бог приготовил для вашей жизни, начиная с сегодняшнего дня. Те, кто попытается украсть ваше счастье, потерпят неудачу. Ангелы говорят, что кто-то внимательно следит за вашими шагами. Это произойдет, если вы позволите этому. Бог сказал, что принять ловушку сатаны значит принять невыносимое и болезненное бремя. Этот вес указывает на глубокое разочарование, сильный страх, смятение ума и отклонение от правильного пути. Тактика врага коварна, ложные обещания кажутся привлекательными, но на самом деле являются ловушками, отвлекающими вас от истинного счастья и божественной цели в вашей жизни. Сын мой, я хочу, чтобы ты знал, что ты не один. Я всегда рядом с тобой, готов направить и защитить тебя. Во времена неуверенности и страха помни, что ты можешь мне доверять.
Даже во тьме ночи я свет, освещающий твой путь. Ангелы всегда наблюдают и ходатайствуют за вас. Они волнуются, потому что понимают, что перед вами стоит трудная задача, но вы должны знать, что эта проблема временная, и вы можете преодолеть ее с верой и терпением. Напишите «Я доверяю Иегове», если у вас хорошее сердце и разум. Враг попытается победить вас обманом и коварством. Поэтому очень важно укреплять себя. Молитесь ежедневно, ищите моего слова и позвольте ему руководить всеми вашими решениями. Ваши дети – драгоценный дар, и они нуждаются в вашей защите. Помните о негативных влияниях, которые могут его окружать. Помолитесь за них и попросите ангелов защитить их от всякого вреда. Также помните, что истинное счастье не в материальных благах, а в духовном мире и любви, которую вы разделяете с другими. Не позволяйте врагу убедить вас, что ценность вашей жизни – деньги или материальные блага. Самое главное – это ваш дух и любовь, которую вы распространяете по всему миру. В ближайшие дни вас могут ожидать испытания, но будьте уверены, что каждое мгновение – это возможность укрепить свою веру. Не поддавайтесь давлению мира. Да отвали ты от меня. Я твоя опора и твоя защита. Если вы чувствуете, что вас обманули, обратитесь за помощью. Я всегда рад вас выслушать и помочь найти дорогу обратно. Просьба о помощи – признак силы, а не слабости. Ангелы хотят, чтобы вы знали, что в вашей жизни есть люди, у которых нет добрых намерений. Они могут быть дружелюбными, но они ревнивы и злы. Важно использовать здравый смысл, чтобы идентифицировать этих людей и отделить себя от них. Ты готов к большим делам, а у меня большие планы на твою жизнь. Но чтобы осуществить этот план, вы должны быть открытыми и принять мое руководство. Верьте в меня и следуйте моим учениям. На все ваши молитвы будет ответ, и я буду работать в вашей жизни, даже если вы этого не видите. Всегда молитесь, всегда верьте и знайте, что у меня запланировано для вас что-то особенное. В моменты слабости помни, что моя сила достаточно сильна, чтобы поддержать тебя. Когда ты почувствуешь себя потерянным, я буду твоим проводником. Когда страх пытается остановить тебя, помни, что я твое мужество. Потому что я знаю план для тебя, говорит Бог, это процветание, а не несчастье, и это план, который даст тебе надежду и будущее. Иеремия 29:11. Этот стих – мощное обещание Бога вам. Это напоминает нам, что у Бога есть особый план для каждого из нас. Божий план полон мира и надежды. Даже когда мы сталкиваемся с проблемами и трудностями, мы можем быть уверены, что Бог работает для нас и планирует будущее, полное надежд. Этот стих призывает нас доверять Господу и сохранять веру, зная, что Он все контролирует и что Его план всегда направлен на наше благо. Сын мой, я хочу, чтобы ты был решительным в этом путешествии. Какой бы трудной ни была дорога, знай, что я рядом с тобой, направляя и защищая тебя на каждом этапе пути. Пусть ваша вера будет сильной, а ваше сердце открыто для моих слов. Помните стих, которым я поделился с вами. Я знаю, что имею для тебя мир, а не беду, и надеюсь дать тебе и будущее. Иер 29:11. Эти слова являются доказательством моей любви и заботы о тебе.
Доверьтесь моему рассказу и стойте твердо. Проблемы, с которыми вы сталкиваетесь, временны и являются частью большей цели. Каждое испытание – это возможность вырасти и укрепиться духовно. Ваша настойчивость будет вознаграждена. Прочитайте это сообщение до конца, потому что у меня есть для вас отличный подарок. Этот подарок является выражением моей любви и приверженности вашей жизни. Вы испытаете глубокие перемены, новую надежду и исполнение мечтаний, о которых вы даже не мечтали. Бог напоминает, что спасение возможно даже в самых трагических ситуациях, и если есть истинное покаяние и реальное желание исправить зло. Перед вами откроются новые пути исцеления и прощения. Чтобы открыть этот путь, требуется самоотверженность и постоянные усилия, но важно вернуть мир внутри себя и в своих отношениях. Религиозная практика является важным руководством для преодоления жизненных бурь. Оно дает нам духовное прибежище и освобождает от уз отчаяния и искушения, которые часто нам угрожают. После учения Божия Он открывает путь надежды и мира, предохраняя наши души от боли и забот мира. «Дитя мое, помни, что вся твоя доброта и сострадание не останется незамеченной. Оно приносит красоту и радость в вашу жизнь и жизнь окружающих вас людей, подобно семени, посаженному в плодородную почву, которая растет и цветет. Никогда не недооценивайте силу бескорыстной доброты. Бог также напоминает вам о важности заботы о своем теле, которое является храмом Святого Духа. Относитесь к этому с уважением и достоинством, избегая всего, что может нанести вред вашему физическому здоровью. Вам важно выполнить священные цели, которые вы перед собой поставили. Трудности, с которыми вы сталкиваетесь, это не наказание, а возможности для роста и укрепления вашей веры. Встречайте каждое испытание смело и решительно, зная, что в конце вы будете вознаграждены. Божий свет освещает тех, кто верен и верен даже в невзгодах. Ангел объясняет, что за каждой трудностью, с которой вы сталкиваетесь, стоит высшая цель. Они рядом с вами готовы направлять и защищать вас, если вы решите прислушаться к их руководству. Духовная война реальна, но сила Господа – это сила, позволяющая преодолеть любую битву. Бог подчеркнул важность сохранения мира и согласия в вашей семье. Разногласия естественны, но важно разрешать их с любовью и пониманием и не допускать, чтобы небольшие разногласия переросли в большие ссоры. Помните, что любовь и уважение друг к другу – основа счастливого и здорового дома. Дети, верьте и будьте сильными. Верьте, что каждый шаг к истине и праведности приближает вас к чудесному дару, который дает вам Бог. Будьте сильны в вере. В конце этого путешествия вы будете вознаграждены сверх всех ожиданий. Тайну великой опасности в этом мире невозможно раскрыть полностью. Однако сильная вера и доверие к руководству Бога позволяет нам противостоять этим бурям с уверенностью, что каждое испытание будет способствовать достижению более великой цели, известной только Богу. Серафимы также указали, что истинная вера является основанием против страданий мира. Через практику религии она сильно меняет душу и разум, давая утешение в трудную минуту и силу в трудную минуту. Ангелы рады видеть вознесенные души, верно исполняющие заповеди веры. Дорогое дитя, выслушай Божье послание, которое я посылаю тебе сегодня.
Ваша вера и терпение получат чудесные дары от Бога. Путешествие может быть трудным и полным испытаний, но помните, что вы не одиноки. Я с вами на каждом этапе пути, направляя и защищая вас. Комментарий: «Я все о тебе, Боже». Бог подтвердил, что всегда есть свет в конце туннеля, даже в самые темные часы. Он видит ваш стресс и понимает ваши усилия. Продолжайте искать истину и праведность во всей своей работе. Правда и доброта – это те столпы, на которых вам следует строить свою жизнь. Не позволяйте искушению сбить вас с пути истины. Есть ангелы, которые побуждают вас развивать внутренний мир посредством молитвы и медитации. Эти упражнения укрепят ваш дух и очистят разум, помогая принимать мудрые и правильные решения. Придерживаясь этих привычек, вы создаете ментальный щит от негативных влияний, которые пытаются повлиять на вас. Дети, помните, что вся доброта и сострадание не пропали. Оно приносит красоту и радость в вашу жизнь и жизнь окружающих вас людей, подобно семени, посаженному в плодородную почву, которая растет и цветет. Никогда не недооценивайте силу бескорыстной доброты. Бог также напоминает вам о важности заботы о своем теле, которое является храмом Святого Духа. Относитесь к этому с уважением и достоинством, избегая всего, что может нанести вред вашему физическому здоровью. Вам важно выполнить священные цели, которые вы перед собой поставили. Трудности, с которыми вы сталкиваетесь, это не наказание, а возможности для роста и укрепления вашей веры. Встречайте каждое испытание смело и решительно, зная, что в конце вы будете вознаграждены. Божий свет освещает тех, кто верен и верен даже в невзгодах. Ангел объясняет, что за каждой трудностью, с которой вы сталкиваетесь, стоит высшая цель. Они рядом с вами готовы направлять и защищать вас, если вы решите прислушаться к их руководству. Духовная война реальна, но сила Господа – это сила, позволяющая преодолеть любую битву. Бог подчеркнул важность сохранения мира и согласия в вашей семье. Разногласия естественны, но важно разрешать их с любовью и пониманием и не допускать, чтобы небольшие разногласия переросли в большие ссоры. Помните, что любовь и уважение – основа счастливого и здорового дома. Дети, верьте и будьте сильными. Верьте, что каждый шаг к истине и праведности приближает вас к чудесному дару, который дает вам Бог. Будьте сильны в вере. В конце этого путешествия вы будете вознаграждены сверх всех ожиданий. Дитя мое, продолжай слушать голос Бога внутри себя. Путешествие, которое вы начали, это возможность продолжать расти в мудрости и любви с каждым шагом. Даже в самые трудные времена помните, что Бог защищает и заботится о вас. Он ведет вас с безусловной любовью и вечным терпением. Бог хочет, чтобы вы знали, что в вашей жизни есть более великая цель, даже если вы не можете ясно увидеть ее в жизненной буре. Оно формирует ваш характер, укрепляет ваш дух и готовит вас к великим благословениям. Откройте свою веру и свое сердце, чтобы усвоить уроки, которые приносит каждое испытание. Дети, помните о важности общности и солидарности. Ангелы призывают вас развивать отношения, основанные на любви и уважении. Не позволяйте своей гордости или упрямству стоять между вами и вашими близкими.
Всегда стремитесь к примирению и гармонии, потому что в единстве мы обретем новую силу. Когда вы чувствуете себя покинутым, помните, что молитва – это прямой канал к присутствию Бога. Откройте свое сердце Богу, поделитесь своими страхами, сомнениями и желаниями. Он слушает каждое слово и отвечает любовью, превосходящей человеческое понимание. В молитве вы обретете мир и руководство. Бог также напоминает вам о важности сохранения мира и согласия в вашей семье. Разногласия естественны, но важно разрешать их с любовью и пониманием и не допускать, чтобы небольшие разногласия переросли в большие ссоры. Помните, что любовь и уважение – основа счастливого и здорового дома. Дети, верьте и будьте сильными. Верьте, что каждый шаг к истине и праведности приближает вас к чудесному дару, который дает вам Бог. Будьте сильны в вере. В конце этого путешествия вы будете вознаграждены сверх всех ожиданий. Дитя мое, продолжай слушать голос Бога внутри себя. Путешествие, которое вы начали, это возможность продолжать расти в мудрости и любви с каждым шагом. Даже в самые трудные времена помните, что Бог защищает и заботится о вас. Он ведет вас с безусловной любовью и вечным терпением. Бог хочет, чтобы вы знали, что в вашей жизни есть более великая цель, даже если она вам не ясна. Через жизненные бури она формирует ваш характер, укрепляет ваш дух и готовит вас к большим благословениям. Откройте свою веру и свое сердце, чтобы усвоить уроки, которые приносит каждое испытание. Дети, помните о важности общности и солидарности. Ангелы призывают вас развивать отношения, основанные на любви и уважении. Не позволяйте своей гордости или упрямству стоять между вами и вашими близкими. Всегда ищите примирение и единство, ибо в единстве вы обретите новую силу. Когда вы чувствуете себя покинутым, помните, что молитва – это прямой канал к присутствию Бога. Откройте свое сердце Богу, поделитесь своими страхами, сомнениями и желаниями. Он слушает каждое слово и отвечает любовью, превосходящей человеческое понимание. В молитве вы обретете мир и руководство. Бог подчеркнул, как важно быть знаком света и надежды для других. Деяния доброты и милосердия не только меняют жизни окружающих, но и показывают присутствие Бога в мире. Каждая улыбка, которую вы дарите, каждая рука, которую вы протягиваете за помощью, это выражение Божьей любви в действии. Есть ангелы, которые предупреждают вас о ловушках гордыни и желаний. Всегда храните в своем сердце смирение и благодарность. Знайте, что все, что вы имеете, и все, что вы имеете, происходит от благодати Божией. Развивайте дух служения, проявляя готовность помогать и воодушевлять других, потому что есть великие люди. Во времена скорби и скорби помните, что Бог – ваше прибежище и сила. Он никогда не оставит тебя даже в самую темную ночь. Верьте, что боль можно изменить в радость по благодати Божией. Доверьтесь процессу и отдайте все свои испытания в руки Бога. Бог хочет, чтобы вы знали, что каждый шаг, сделанный в вере, это шаг к совершенству. Не отказывайтесь от проблемы, она временная. Награда за вашу веру вечна. Продолжайте идти смело и мужественно, зная, что свет Божий озарит ваш путь.
Дитя мое, Бог хочет, чтобы ты прожил жизнь, наполненную целью и смыслом. Он предлагает вам покинуть трон эгоизма и принять мир любви и милосердия. Истинное счастье обретается не в материальных вещах, а в удовлетворении осознания того, что ты исполняешь волю Божью. Архангелы напоминают вам о важности поддержания чистоты тела и ума. Избегайте искушения осквернить свою душу. Питайтесь Словом Божьим, и пусть оно направляет вас во всей вашей работе. Быть верным своим убеждениям – это ключ к полностью благословенной жизни. Дорогое дитя, я хочу, чтобы ты знала, прошлое не определяет твое будущее. Даже когда кажется, что все вокруг тебя рушится, я здесь с тобой, покрывая тебя любящими объятиями и утешающим присутствием. Под моей защитой ты найдешь убежище. Верь в меня, ведь ты доверяешь мне, и я всегда с тобой. Доверьтесь очищающей и обновляющей силе моей любви. Примите эту истину всей своей жизнью и откройте глаза, потому что я готов совершить мощное чудо в вашей жизни. Расскажи мне о своей любви и поверь в силу. Помни, что ты простил меня. Не вините себя за прошлые ошибки. Но я бросил его во тьму забвения. Поскольку ваш Небесный Отец так сильно любит вас, позвольте моей благодати покрыть вас и освободить. Доверяя мне, вы открываете пространство для инноваций и перемен. Пусть с капли моей пролитой крови свет моей любви сияет сквозь тень твоего прошлого. Энергия сохраняется. Не бойтесь, ибо я перед вами готовлю путь чудесам и благословениям. Извинитесь искренне и отпустите груз прошлых ошибок. С моей вечной любовью ты можешь начать заново. Держитесь истины моей бесконечной любви, которая сильнее любого греха, пытающегося связать вас. Заявляя о своем доверии ко мне, вы позволяете моей благодати полностью покрыть вас и поднять вашу жизнь на новый уровень. Теперь примите мою надежду на вас с обновленной верой. Я всегда с вами, принося вам надежду, радость и полную цель. Даже если вы сомневаетесь, помните, что мир и процветание – это мой план для вас. Поверьте мне, даже если вы не знаете пути, потому что я свет, освещающий ваш день. Если вы верите в меня, напишите эти слова как доказательство вашей веры. Верьте в красоту ваших перемен, потому что вы можете быть уверены, что моя благодать будет поддерживать вас на каждом этапе пути, принимая прощение и благодать, которые я предлагаю. Идите вперед смело, потому что я с вами и поведу вас в будущее, полное обещаний от Бога. Не бойтесь, ибо я перед вами готовлю путь чудесам и благословениям. Извинитесь искренне и отпустите груз прошлых ошибок. С моей вечной любовью ты можешь начать заново. Держитесь истины моей бесконечной любви, которая сильнее любого греха, пытающегося связать вас. Доверяя мне, вы открываете пространство для инноваций и перемен. Во всем моем кровопролитии есть сила искупления, и пусть свет моей любви сияет сквозь тени твоего прошлого. Поверь мне, мой дорогой ребенок, я всегда с тобой. Дитя мое, помни, что я всегда рядом с тобой, когда ты с открытым сердцем идешь по пути обновления и перемен. Я ваш лидер, который укрепляет вас во времена слабости и поддерживает вас во времена бедствий. Не позволяйте видению будущего, которое я приготовил для вас, вызывать сомнения и страх. Будьте тверды в своей вере,
ведь она поможет вам в самые трудные минуты и с нетерпением смотрит в будущее. Помните, что вы не одиноки в этом путешествии. Вокруг вас присутствует духовное присутствие, готовое поддержать и ободрить вас на каждом этапе пути. Расслабьтесь и игнорируйте людей, которые перебивают вас или задают вопросы. Со всех сторон будут враги, которые попытаются помешать тебе совершить то хорошее, что я приготовил для тебя. Помните, его угрозы – ничто по сравнению с моими, и его сила на вашем пути – ничто. Будьте спокойны и посмотрите на позицию тех, кто выступает против вас. Моя защита на небесах делает его усилия тщетными. Если ты будешь по правую руку от меня, твои враги устанут. Я твой верный друг, всегда готовый решить проблемы, которые бросает тебе жизнь. Я верю, что я здесь, чтобы помочь вам бесстрашно идти в тени, зная, что я буду с вами, чтобы осветить путь. Когда вы спуститесь, думайте обо мне как о небесном враче, исцеляющем любые раны, которые приходят к вам, и снова делающим вас здоровым. Я тот, кто освобождает тебя от глубокого отчаяния. Неважно, сколько это будет стоить или сколько времени мы проведем вместе, моя любовь к тебе непоколебима. Я твой вечный друг, твое прибежище и северная звезда, освещающая твой путь. Под защитой Святого Духа и защитой вашего сердца я действительно дома. Примите эту глубокую связь, знайте, что я всегда с вами, вплетая свою мудрость и комфорт в вашу жизнь. Бог, питающий вашу утомленную душу, призывает вас, друзья мои, к более великой цели, которая превосходит заботы этого мира. Вас не должны соблазнять временные сети мирских удовольствий или временные трудности, которые встречаются на вашем пути. Вера в высшие силы и способность стойко преодолевать невзгоды важнее внешних обстоятельств в формировании вашей судьбы. Проходя через сложную паутину жизни, помните, что моя бесконечная любовь повсюду вокруг вас, и это обещание никогда не подведет. Пусть эта любовь защитит тебя от стрел сомнений, ужаса и разочарования в самые слабые моменты. Благодаря вере, надежде и любви вы найдете в себе силы упорствовать, преодолевать любые препятствия и создавать возможности творчески выражать природную красоту в рамках каждого испытания. Помните, что все, что вы делаете, от слов, которые вы выбираете, до мыслей, которые приходят вам в голову, имеет силу высвободить священный проект вашего тела. Пусть ваша жизнь станет свидетелем изменяющего жизнь влияния моей бесконечной любви, освещающей путь тем, кто чувствует себя потерянным и безнадежным. Текущая ситуация не определяет вашу судьбу, но указывает на то, что в вашей жизни грядет большое событие. Продолжайте идти, потому что каждый шаг приближает вас к желаемому подарку. У него есть потенциал, который приведет вас к будущему, полному благословений и успеха. Поэтому не позволяйте тому, что вы видите или слышите, обескураживать вас. Трудности могут заполнить ваши дни, но поверьте мне, удалите их из своей духовной сферы и знайте, что они малы по сравнению с великими дарами, которые вас ждут. Сын мой, представь, с какими трудностями ты столкнешься на пути к успеху. Сохраняйте свою веру, потому что она является доказательством грядущих чудес. Соберитесь с духом и идите смело, потому что сейчас настало время мне исполнить данное вам слово. Не расстраивайтесь и не верьте, что предстоящий путь будет полон испытаний. Ты тоже не выиграл. Не обращайте внимания на мнение людей,
которые хотят вас преследовать. Вместо этого помните, что зависть часто преследует тех, кто пытается оказать вам услугу. Вы обретите тот покой, который вам нужен, и с полной уверенностью будете знать, что вы сейчас не одиноки и не покинуты. Теперь это ваша встреча. Идите вперед с непоколебимой решимостью и преодолевайте любые препятствия, встающие на вашем пути. Когда дела идут плохо, моя непоколебимая любовь может вести вас, как путеводный свет. Независимо от того, насколько вы потеряны или ранены, вы можете рассчитывать на мою любовь, которая приведет вас к светлому будущему. Ты, дитя мое, важная нить в тонкой ткани этой планеты. Поэтому сопротивляйтесь искушению. Будь сильным, потому что я твоя защита и твоя стена. Доверься мне, потому что я всегда с тобой. Я готов взять тебя, когда ты упадешь, укрепить тебя, когда ты упадешь. Перед вами вы найдете вечное богатство, довольство, счастье и довольство. Я навсегда сохраню это обещание в твоем сердце. Моя любовь к тебе бесконечна, безгранична и неизменна. Сумма не должна вызывать сомнений. Независимо от того, насколько глубоки тени, моя любовь будет жить. Я рядом с тобой, готов помочь тебе и осветить твой путь. Благодаря моей непоколебимой поддержке вы сможете преодолеть любые препятствия, которые могут встретиться на вашем пути. Так что продолжайте свое путешествие с непоколебимой уверенностью. Запомните, что я говорю, вы не случайно меня слушаете. Слова, которые я говорю сегодня, полны сострадания и мудрости и затронут ваши самые глубокие чувства. Это письмо не случайно. Вместо этого я пытаюсь связаться с вами на более глубоком и значимом уровне, коснуться вашей души и вдохновить на размышления. Будьте тверды в своей решимости и примите мое учение как знак, указывающий вам путь. Несмотря на испытания, с которыми вам придется столкнуться, не забывайте мои слова. На ваши вопросы будут даны ответы, если вы будете поддерживать со мной связь. Молитесь и думайте, что мое мирное послание успокоит вашу обеспокоенную душу. Дорогая моя, пойдем со мной, когда мы увидим плоды нашего труда. Он призван преодолеть все страхи и трудности, превратить успех в реальные возможности, превосходящие даже самые большие ожидания. Дочь моя, ты должна продолжать приходить ко мне в молитве. Пусть наш лозунг придаст вам мужество ночью. Не стесняйтесь следовать за мной. Я даю тебе свое благословение. Дорогая, продолжай двигаться вперед. Знай, что когда мое обещание вечного счастья, мира и процветания будет выполнено, все твои проблемы исчезнут. Джой, продолжай в том же духе, любовь моя. Дорогой, друг, благодаря твоей постоянной приверженности дары, которых ты заслуживаешь, скоро будут исполнены. Не забывайте, что другие собьют вас с пути, который я вам проложил. Не позволяйте препятствиям мешать вашему прогрессу или мешать вам поверить в обещанные мной награды. Ставлю не только на то, сколько у тебя денег, но и на то, сколько лет ты проживешь. Моя любовь каждый раз, когда ты служишь мне и другим, не ожидая ничего взамен, это очень приятно. Знай, что я оживлю твой дух. Я пробужу твою силу и твое сердце к жизни. У вас есть все духовные дары и привилегии, которые ваши враги пытались отобрать у вас в этой жизни.
Так что вставайте каждое утро, ставьте меня на первое место во всем, что вы делаете, и используйте бесконечные возможности в жизни, которые я запланировал для вас. Каждый день начинается с меня. Потратьте первые несколько секунд на подготовку к использованию возможностей, которые ждут вас по мере продвижения вперед с непоколебимой уверенностью и решимостью. Я даю их из-за твоей бесконечной любви и привязанности. Так что держись и не отпускай. Я последовал за своим милым ребенком. Оставайся сильным. Вы должны много работать и быть смелыми, чтобы добиться успеха и богатства. Несмотря ни на что, помни, я буду здесь, чтобы держать тебя рядом. Не бойтесь и не сомневайтесь в себе. Если вы продолжите без страха, вам нечего будет стыдиться. Если я благословлю тебя и дам тебе процветание, твои враги увидят гнев и будут лгать без стыда. Я уничтожу его. Те, кто восстали против тебя, презрели кровь, которая спасла их, и отказались отвернуться от своих злых путей. Поэтому я вычеркну его из твоей жизни. Мой любимый ребенок теперь мой враг. Избегайте этих злых духов. Избегайте тех, кто лжет о своих единоверцах, тех, кто преследует их своими словами, и тех, кто стыдится своей внешности. Они уничтожают невинные семьи, вытаптывают отборную пшеницу и помогают выпалывать сорняки. Не отклоняйтесь от четко обозначенного пути, который я приготовил для вас. Но поверь в мою всемогущую силу. Не поддавайтесь пагубному давлению или искушению. Будьте сильны в своей вере и обратитесь ко мне, вашему постоянному другу и нерушимой стене посреди вод жизни. Мы преодолеем это вместе, потому что я на том же пути, что и ты. В трудную минуту мой всемогущий сын находит убежище в моих объятиях. Кроме того, я принесу в вашу жизнь больше подарков и наполню ваше сердце радостью и удовлетворением. Я молюсь, чтобы благословить вас физически и духовно, если вы полностью поверите мне и моему слову. В надежном месте моей любви и заботы вы получите множество чудесных даров свыше. Не обращайте внимания на тихие голоса, которые пытаются поколебать основу вашей уверенности и веры. Вместо этого стойко стойте перед лицом хаоса в этом злом мире. Твое путешествие со мной – это обои с божественной целью и намерением, любовь моя. Каждый ваш шаг, каждый ваш вздох – это часть великого замысла, связанного бесконечной любовью, благодатью и надеждой. Каждое утро, просыпаясь, подумай обо мне, твоем Создателе и Защитнике. Пусть ваши сердца поют от радости новому дню, новой возможности насладиться безграничными возможностями, которые я для вас приготовил. В этой священной связи между нами знай, что моя любовь к тебе – якорь твоей души. Это любовь, превосходящая знание, любовь, которая никогда не прекращается и не прекращается. Когда тяжесть мира тяготит вас, помните, что моя любовь поднимет вас, моя сила поддержит вас, и мое присутствие утешит вас. Ты никогда не одинок, потому что я всегда с тобой, направляя, защищая и освещая твой путь. Трудности, с которыми вы сталкиваетесь, возникли не просто так. Это крест, который очистит вашу веру, сформирует ваш характер и укрепит ваш дух. Не бойся огня, ибо я с тобой в огне. Как золото, очищенное сильным жаром, вы очиститесь в своих битвах.
Каждое испытание, которое вы преодолеваете, является свидетельством вашей настойчивости и непоколебимой веры в Меня. Когда ты сомневаешься, когда твоя вера слаба и твое сердце утомлено, обратись ко Мне с молитвой. Излейте свое сердце, поделитесь своими страхами и найдите свое направление. Я всегда слушаю, всегда готов предложить свою мудрость и утешение. Через молитву ты обретешь мир, превосходящий всякое понимание, мир, который сохранит твое сердце и разум во Мне. Ваша преданность – яркий свет в часто темном мире. Другие видят мой свет благодаря непоколебимой приверженности моему учению. Ваша жизнь по Моей воле – мощное свидетельство Моей любви и милосердия. Каждое доброе дело, каждое слово поддержки, каждый акт самоотверженного служения отражает ваше присутствие в вашей жизни и привлекает ко Мне других. Продолжая свое путешествие, остерегайтесь вражеских ловушек. Он хочет посеять семена сомнения, страха и разделения. Но вы, дорогие люди, вооружены истиной моих слов, щитом веры и мечом духа. Стойте твердо и сопротивляйтесь этой атаке, ибо вы знаете, что вы сильнее победителей в моей власти. Помните, что я дал вам ваши духовные удовольствия и таланты, чтобы вы могли использовать их для моей славы. Не скрывайте эти подарки и не сомневайтесь в их значении. Вместо этого воспитывайте их, лелейте и используйте для служения другим. Таким образом ты выполнишь цель, ради которой был создан, и осчастливишь мое сердце. Путь, который я изложил перед вами, это путь истины, мира и счастья. Это путь к вечной жизни, жизни, разделенной со мной. Хоть он и напуган и испытан, но моя любовь искупит его и направит моя рука. Идите по этому пути с уверенностью, зная, что ваш путь безопасен в моем завете. В дни изобилия и изобилия благодарите. Благодарность – это ключ, открывающий полноту жизни. Это сильно меняет то, что у нас есть. Отрицание – это принятие, хаос – это порядок, замешательство – это ясность. Прошлое придает смысл нашей жизни, приносит мир сегодня и создает видение будущего. Когда вы взращиваете благодарное сердце, вы обнаружите, что мои благословения текут в вашу жизнь. Не обманывайтесь мнением других или ценностями этого мира. Ваша ценность определяется не внешними стандартами, а внутренней ценностью, которую я вам придаю. Ты мой шедевр, созданный по моему образу, с вечной целью. Пусть ваша идентичность будет основана на этой истине, и у вас появится шанс изменить ожидания общества. Когда ты уйдешь, знай, что я готовлю для тебя место, где не будет ни боли, ни печали, ни слез. Это твоя последняя надежда, надежда на вечную жизнь со мной. Пусть эта надежда придаст вам того же духа, сил для упорства и смелости встречать каждый день с радостью и энтузиазмом. Ты мой любимый ребенок. Я рад за тебя и горжусь тем, кто ты есть. Всегда ищите меня, доверяйте Ему и любите Его всем своим сердцем. Сделав это, вы обретите полноту жизни, жизнь с избытком, мир и вечное счастье, которое я обещаю. Мой мир, послушай прекрасную музыку моего голоса, песню любви и мудрости, указывающую тебе путь. Отпустите свое негативное отношение и примите мое слово, которое является источником всей истины и жизни. То, что вы получите, это не совпадение, а проявление моего желания и моей воли в вашей жизни.
Все, что я делаю, полно целей и цели, поэтому ничто не может помешать благословениям влиться в вашу жизнь. Сердце твое больше не будет грустить, а страдания станут далеким воспоминанием. Это начало новой эры, в которой я выполню все свои обещания, данные вам. Я исполню все желания твоего сердца. Вы не останетесь в конце работы своей жизни, вместо этого я буду изображать вас успешным и богатым человеком. Все это – результат вашей стойкости и доверия моему святому посланию. Это не случайно. Вы не всегда были верны своим обещаниям, и я понимаю, что иногда вы можете оставить уроки бесцельными и растерянными. Но я обещаю, что ваше будущее величие перевесит ваши прошлые ошибки. Ваши награды увеличатся, и вы превзойдете все свои желания. Хорошая работа, которую вы проделали, чтобы помочь больным, бездомным и бедным, не осталась незамеченной. Все ваши усилия не будут напрасны. У тебя все получится, моя дорогая. Несмотря на трудности, которые могут возникнуть, вы в конечном итоге достигнете своих мечтаний и стремлений. Я здесь, чтобы помочь вам достичь всего, чего вы задумали, ничто не стоит на вашем пути. Дорогое дитя мое, с того дня, как я создал тебя, ты будешь исполнять волю Божию и получать мои многочисленные благословения. Ты доверяешь мне, и я прошу тебя остаться. Несправедливо сосредотачиваться на мировых проблемах, тревогах и сожалениях прошлого, потому что красоту и богатство нации невозможно измерить. Вы можете почувствовать всю силу моей любви и силы здесь и сейчас. По мере того, как я продвигаюсь вперед в жизни людей, которых люблю, всегда есть место для новых начинаний и возможностей написать свою собственную историю. Своей мощной рукой я могу написать лучшее будущее, чем все, что вы можете себе представить. Просто доверьтесь моему гиду, не обращайте внимания на мнение других, и вы без сомнения найдете нужную информацию на каждом этапе вашего пути. Поверьте мне. Послушайте, что я говорю, башня способна привести вас к плодотворности и вечному счастью. Помните, что проблемы, с которыми вы сталкиваетесь сейчас, это шаги к победе в будущем. Воспринимайте каждое препятствие как возможность укрепить свою решимость, развить характер и подготовиться к прекрасному будущему, которое вас ждет. В середине твоего пути, любовь моя, не сдавайся и не дай ему победить. Доверьтесь бесконечной силе, которую я дал вам. Хотя сейчас кажется, что дорога идет назад, дорога может быть длинной и извилистой, но в конечном итоге она приведет к вашей цели. Позвольте мне исполнить все желания вашего сердца и чудесные вещи, которые я запланировал для вас. Продолжайте молиться, и я всегда слушаю и знаю, что у меня есть для вас хорошие вещи, включая множество благословений и мира. С момента твоего создания и до сегодняшнего дня я скрыл от тебя много хорошего. Мне не терпится поделиться этим с вами. Ты мое любимое творение, выражение моей бесконечной милости и любви. Каждый элемент в этом мире используется для удовлетворения ваших потребностей и принесения вам радости. Я рад дать вам много благословений и хочу, чтобы вы знали, что все ваши мечты сбудутся. Перестаньте погрязнуть в жалости к себе. Не купайтесь в сожалении. Примите этот сезон перемен и возрождения, отпустив то, чего вы не хотите. Пожалуйста, позволь мне снять этот груз с твоих плеч и дать тебе силы.
Представьте, что вы изящно плывете в новый день, украшенный вашим упорным трудом и достижениями. Расслабьтесь и позвольте испытать любовь. Критика со стороны других не должна вас злить. Ваш компас должен овладеть искусством прощения, давать второй шанс тем, с кем поступили несправедливо, и развивать в себе качество милосердия и сострадания, которые сделают вас сильнее и лучше с каждым днем. Простите тех, кто обидел вас, любите тех, кто обидел вас, и отплатите тем, кто обидел вас. Ты мой ребенок, а я твой. Сделав это, мир увидит, что мы едины. Будьте сильными, у вас есть поддержка. Поднимитесь на эту гору вместе со мной, и я помогу вам покорить мир. Терпение и настойчивость, необходимые для осуществления вашей мечты, находятся в ваших руках, потому что я передам их вам. Не беспокой мир, любовь моя. Как бы тяжело ни было, продолжайте бороться за то, чего вы хотите в жизни. Даже в отчаянии свет надежды никогда не меняется. Никто не приходит в землю обетованную, не пройдя через пустыню, трудную и трудную. Но знайте, что вы не одиноки в этой пустыне. Подобно укрывающему облаку, я всегда рядом, чтобы направлять и ободрять вас. Днем я буду прохладным убежищем от зноя, а когда наступит ночь, я буду источником света, укрытия и руководства. Верьте тому, что я говорю. Если ты доверяешь мне, я вознагражу тебя. Идя по жизни, представляйте, что каждый ваш шаг направляется невидимой рукой, целенаправленно и правильно формирующей вашу судьбу. Христианский Бог, самый могущественный и самый милосердный, не является далеким наблюдателем, а активным участником ваших повседневных дел. Каждое утро, когда вы просыпаетесь, Он просит вас поставить Его на первое место в своих действиях и мыслях. Это не просто ритуал, это приглашение привести свое сердце и душу в соответствие со своими безграничными возможностями. Благословения, которые вы получаете от Бога, это не случайные добрые дела, а свидетельство вашей стойкой веры и преданности делу. Вам рекомендуется принять эти благословения с уверенностью, зная, что они являются результатом вашей верности и любви к Богу. Его призвание не только терпеливо и мужественно преодолевать жизненные трудности, это напоминает ему, что успех и процветание не только возможны, но и гарантированы. Во времена сомнений или страха помните, что Божье присутствие всегда в вашей жизни. Он будет держать вас рядом и даст вам силы и смелость противостоять любому противодействию. Его истина от Бога будет иметь дело с теми, кто хочет вас уничтожить или рассеять. Если спасение отвергнуто, и они останутся на плохом пути, оно придет. Как любимое дитя, вы руководствуетесь защитой этих злых духов и тех, кто сеет зло и хаос. Ваш путь ясно обозначен волей Бога, и Он признает, что вы не должны отклоняться от этого пути. В жизненных испытаниях и невзгодах вы – устойчивая преграда, постоянный спутник. Вместе вы преодолеете все проблемы, обретите приют и счастье в Его объятиях. Если у вас есть полная вера в Него, Он обещает наполнить вашу жизнь целостностью, физической и духовной. Не забывайте о сомнениях и негативных влияниях, которые пытаются поколебать вашу веру. Если вы знаете, что голос Бога – это прекрасная мелодия, полная любви и мудрости, она приведет вас к истине и следующей жизни.
Оно призвано принести вам больше счастья и удовлетворения, чем вы можете себе представить. Это новая глава вашей жизни, где печаль и боль сменяются радостью и удовлетворением. Божье обещание – это не просто слово, а действия, которые изменят вашу жизнь. Ваша настойчивость и решительность не останутся незамеченными, а награды превзойдут ваши ожидания. Ваша доброта и милосердие к другим будут вознаграждены, и с Божьей помощью вы достигнете своих желаний и желаний. Поскольку вы были созданы, вы исполнили волю Божью. Это побуждает вас сосредоточиться на будущем, на красоте и величии будущего. У проводника всегда есть шанс начать все сначала, шанс переписать свою историю ради лучшего будущего. Доверьтесь его руководству и позвольте его слову стать маяком, который приведет вас к вечному счастью и процветанию. Проблемы, с которыми вы сталкиваетесь сегодня, это шаги к победе, которая вас ждет. Воспринимайте каждое препятствие как возможность укрепить и развить свой характер. Божий план для вас полон чудес, и когда вы продолжаете молиться и доверять Ему, Он откроет вам свои блага. С того времени, как вы были сотворены, Бог сокрыл от вас много благих благ, ожидая времени, чтобы их открыть. Вы любимое создание, выражение Его благодати и любви. Каждый элемент в мире создан для того, чтобы удовлетворять ваши потребности и приносить вам радость. Пусть Бог благословит вас обильно и исполнит все ваши мечты. Не беспокойтесь о прошлых сожалениях и неуверенности. Примите этот сезон перемен и возрождения и отпустите то, чем вы не хотите быть. Пусть Бог укрепит тебя и возьмет на себя твое бремя. Визуализируйте, как вы вступаете в новый день, который будет отмечен вашей тяжелой работой и достижениями. Расслабьтесь и будьте открыты для любви, зная, что критика других не должна вас контролировать. Сосредоточьтесь на изучении искусства прощения, предоставлении второго шанса и развитии характера милосердия и сострадания. Это мотивирует вас и делает вас лучше каждый день. Простите тех, кто обидел вас, любите тех, кто обидел вас, и дайте второй шанс тем, кто вас отвергает. Сделав это, мир увидит, что вы и Бог одно целое. Стойте твердо, зная, что у вас есть поддержка Бога. Поднимитесь на гору жизни с Божьей помощью, вы достигнете вершины и достигнете своей мечты. Как бы ни было тяжело, не отказывайтесь от жизни. Даже в отчаянии свет надежды никогда не меняется. Никто не приходит в землю обетованную, не пройдя через пустыню, трудную и трудную. Но знайте, что вы не столкнетесь с этими пустынями в одиночку. Бог всегда рядом, как укрывающее облако, направляя и ободряя. Днем оно будет убежищем от зноя, а ночью источником света и укрытия. Верьте в Божьи обещания. Если вы поверите в Него, Он осыпет вас благословениями. Он приготовил для вас много хорошего с тех пор, как вы были сотворены, и сейчас настало время показать это благословение. Примите бесконечную свободу, которая приходит от доверия Божьему плану жизни, и впереди вас ждет жизнь, полная радости, мира и удовлетворения. Будьте уверены, я не положу его в убежище своего противника. Он пытается вышвырнуть вас ради славы, убеждая, что ваши проблемы важнее ваших убеждений и что ваша жизнь бессмысленна. Прощай, моя любовь, я внимательно слежу за тобой, потому что ты под моим крылом.
Вам не причинят вреда, я защищу тебя, любовь моя. Даже если будут кошмары и другие ужасы, не бойся плохих новостей или скрытой опасности, ведь я твой хранитель. Днем от первых лучей дня и до конца ночи я позабочусь о твоем спасении. Прими мою любовь и защиту во всех аспектах твоего пути, будь то радость или горе. Я здесь, чтобы поддержать вас. Ты объект моей бесконечной любви и заботы. Всегда помни, что ты не одна в этом путешествии, любовь моя. Поскольку я твой щит, ты веришь, что я защищу тебя и твою семью от опасности. То же самое и с вашей защитой, мои дорогие родственники. Они защищены, потому что создают барьер, который невозможно сломать. Найдите компанию единомышленников, и вы найдете силы в единстве и сотрудничестве. Не позволяйте проблемам сбить вас с толку, потому что каждое испытание – это возможность расти и учиться. Доверьтесь процессу и моей мудрости, что в конце концов все получится. Продолжайте действовать решительно и смело. Будущее, полное обещаний и достижений, превосходящих ваше воображение. Будьте сильны в вере, и вы увидите чудеса. Да, дитя мое, если ты хочешь продолжить этот путь веры и перемен, я всегда здесь, готов выслушать и направить тебя по пути света и любви. Сынок, я хочу поделиться с тобой чем-то особенным. Я с самого начала подготовил великий план для вашей жизни. Я приглашаю вас поверить, потому что ваша история сольется с моей, создавая вместе светлое будущее. Откройте свое сердце, чтобы почувствовать божественную эмоцию, которая пронизывает ваше существо. Вы испытаете чудеса, которые принесут вам удовлетворение. Визуализируйте, как вы движетесь к богатству, успеху, счастью и совершенному здоровью. Ты, твой Небесный Отец, избрал меня как особое благословение. В моем небесном одеянии любви и обещания я покрываю вас своей бесконечной мудростью и любовью. Я призываю вас освободиться от тех, кто несет яд в своих сердцах. Пусть ваш дух тревожится о душевном спокойствии. Вы заслуживаете пути мира и духовного роста. Доверьтесь мне, чтобы освободиться от уз врага, ибо я во всем с вами, веду вас к месту покоя и духовного подъема. Я знаю, что твоя жизнь трудна, но я готов дать тебе самое лучшее. В ближайшие часы я залечу все твои раны, верну все, что враг пытается у тебя украсть. Пусть у меня будет сила освежить и омолодить каждый аспект вашей жизни. В моей безусловной любви вы найдете исцеление, восстановление и процветание, в которых вы нуждаетесь. Добро пожаловать в вашу жизнь, пока я веду вас по этому новому пути, и посмотрим, что я могу для вас сделать. Помните, что ваша вера в меня – это ключ, открывающий дверь благословений и помощи. В тишине ваших отношений со мной вы услышите нежное руководство моего духа, ведущего вас к божественному плану, ожидающему вашего исполнения. Относитесь к каждой проблеме как к возможности вырасти и укрепиться. Не бойся, ведь я всегда с тобой. Заговоры нарушены, и бури предстали перед моей властью. Ваше сердце, ныне обновленное моей благодатью, является источником вечной любви и милосердия. Используйте свой прошлый опыт как свидетельство моей искупительной силы и вдохновляйте других искать надежду в своих собственных путешествиях. Идите смело, ибо я с вами, как ваш Бог, до конца мира.
Пусть ваша жизнь станет свидетелем моей обильной благодати и преобразующей силы моей святой любви. В Евангелии от Матфея 11 часов 28 минут «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, ибо я успокою вас». Куда бы вы ни пошли, молитесь здесь. Теперь я готов изменить твою жизнь. Жизнь полна неопределенности, и каждый день возникают проблемы и заботы. Не ждите, пока вы сможете выполнить сброс. Мое приглашение очень необходимо, потому что я знаю цену этому моменту и хочу, чтобы вы ощутили всю полноту жизни, которую я могу предложить. Это приглашение не просто вернуться в прошлое, а начать вместе со мной новое путешествие. Я хочу обновить и изменить твою жизнь так, как ты не можешь себе представить. Это приглашение к жизни, полной цели, радости и надежды. Не позволяйте бремени вчерашнего дня сдерживать вас, потому что прощение реально и полно. Боже, мое сердце сегодня полно благодарности за Тебя. Благодарю Тебя за то, что Ты являешься прибежищем для слабых и страждущих, даешь облегчение обремененным. Я верю в Вашу верность, которая поддержит меня в трудные времена, и в Вашу доброту, которая приведет меня на путь мира. Я благодарен за слова, которые направляют меня, и за любовь, которая окружает меня каждое мгновение. Пусть моя жизнь будет свидетелем Твоей заботы и милосердия.